Был крест, белый крест Николая Чудотворца. Это Фалалей ставил. Вот. И за домом была большая ель. Значит, это дом начал строиться без Фалалея. Он все время же был в поездках, как бы в командировке в творческом там иконостасе строил. А Устинья, жена его, значит, привезли бревна, очень крепкие. Ну что, тонкие, что ли, бревна? Сейчас, конечно, там уже все много переделано. Ну вот, построили дом. Мне кажется, здесь немножко уже, конечно, тоже крыльцо, не знаю. Но фундамент, конечно же, все заваливается. Но по описанию вот этот дом подходит. Надежда Алексеевна, она была внутри этого дома. Она считает, что именно этот дом. Но здесь много окон. И не со стороны Вильгарта, во-первых. Но можно еще предположить, что дом-то действительно, если сгорел, значит, на старом фундаменте построили. Это тоже возможно. Конечно же, тоже возможно. Она говорит, что дом-то изменился, просто там когда стена осталась. Да, там только, говорит, подвал остался. Ну, когда задняя часть. Да, и задняя часть, то есть эти хозяйственное, да, подворье, там сарай, вот хлевги должен быть, вот, сеновал, да, это вот какие-то типа вот это осталось. Ну, вы знаете, вот если встрять, можно я встряну, да? Конечно. Как этнограф. Дело в том, что вообще вот этот дом больше похож на настоящий на месте. Почему? Вот это, скорее всего, все-таки попозднее. Это очень нетипичная для этих мест постройка. А вот этот дом, вернее, вот так вот, крышу на 4 ската здесь не делали никогда. Это позднее. А вот этот дом, вот можете, его хоть рисуют, это классический дом 19 века, городской. Типовой проект. Да. На городской. А здесь в пригородах они строили, многие строили, как в городе. Вот четырехскатная крыша, это так называемый дом крестовик. У него 4 капитальные стены и 2 переруб по центру. 4 получается комнаты. Ну и как бы цокольный этаж, фундамент или на валуны ставили, или да, вот да, на какие-то столбы, да, или на какие-то столбы из лиственницы. Это как в деревне, на так называемых на столбах он стоял. С подполом, только единственное отличие от сельского, у него не было вот какого-то пристроенного хозяйственного двора в одной связи. Да. Вот этот деревенский тип как раз, но не типичный для вот 19 века. А у таких, у городских домов по типу сарай всегда стоял сеновал отдельно. Ну, понятно, не было. Но это вот, это же, если, скажем, даже этот дом, его переделали в 23-м году. Может быть, вот, переделали, может быть, с окнами, со всеми. Я, например, допускаю, что фундамент остался, а новый дом построили на этом фундаменте. Вот так вот строили до 30-х годов Сыктывкаре. Ну, а наверняка все-таки, вот как бы вот со стороны Вильгарта вот такое расположение было окон и чердака. Вот, это тоже. А потом еще у Жакова написано произведение, что к старости, когда он уже совсем немощные стали, свой большой дом они отдали сыну Василию с семьей. А у Василия дом напротив, маленький дом из житник, покоми называют, да? Вот. Там вообще не было никакого фундамента, никаких столбов, просто пол даже был наравне с землей. Там вот жила семья Василия. Они поменялись, и старики перешли вот в этот житник, доживать свой век. Устинья умерла раньше гораздо. Фалалея взял к себе Арсений, не Василий дом, а Арсений взял. От Арсения, значит, его перевели, Арсению, когда надоело, к дочке Анне, дожил почти до 90 лет. Вот, а Устинье, по-моему, где-то 89 лет сколько было. Нет, 70, 79, 80, ну около. Биографии. И здесь были как бы непосредственно посиделки. Здесь была и внучка Елена Жакова. Вот, присутствовали здесь. В общем, здесь они, конечно же, посидели, отдохнули. А нынешние хозяева очень долгое время даже не имели понятия, что этот дом может иметь отношение к Жакову. Вот. А сейчас этот мальчик, то есть уже получается, внук этих хозяев ходит ко мне в 5 класс, я говорю, давай мы с тобой что-нибудь сфотографируем в твоем доме. Да зачем? Мы хотим этот дом продать, квартиру купить.
это на улице? А в каком году вот ей это дали это имя? В школе дали в 2002 году в июне, Улица. название где-то так же. 2001, наверное, или 2002. Где-то вот так эту улицу получили. Это тоже благодаря общественной организации Сыктывкар во главе Худяева и Леонида Александровича Лыткина. Вот они, конечно же, добились этого, увековечить имя нашего мыслителя, хотя бы названием улицы. Лыткин еще мечтал какую-то площадь вот устроить с памятником достойным этому человеку. Но они Всё уже, впереди. как бы, все уже ушли из жизни. Все, идем дальше или смотрим, да? В принципе, все это, все. Вот это улица Жакова, потом, да, вас до остановки можем проводить или зайти обратно. Друзья, ну тогда последняя, собственно говоря, уже можно уходить потом. Значит, у нас следующая экскурсия, скорее всего, будет где-то во второй половине апреля. Потому что за январь мы прошли экскурсию, за февраль прошли, за март, вот эта мартовская экскурсия. Это во второй половине апреля. И, скорее всего, мы сейчас договариваемся с Михаилом Борисовичем, чтобы экскурсию по гражданской войне Усть-Усольске провели два. Спасибо всем вам. Пойдемте.